Мне понравились акцент выступления Антонова Егора Петровича о роли личности в истории. Роль личности в истории часто оставалась как-то недостаточно оцененной. И у нас было долгое время царило убеждение, основанное на партийных установках, что незаменимой личности нет, что человека можно всегда заменить другим человеком. И это, конечно, оказалось, когда мы изучаем ближайшую нашу историю, оказывается, это не совсем так. Оказывается, многие личности незаменимы, многие поколения остаются незаменимыми. Я хочу сказать о том, что первое поколение якутских руководителей – это выдающееся поколение, которое объединяло выдающихся личностей. И сегодняшнее наше благополучие, которое не замечается нами, которое воспринимается как естественное, само собой разумеется, зависит именно от деятельности вот этих незаурядных личностей. Это действует до сегодняшнего нашего времени. В 90-х годах был, конечно, большой развал, когда Советский Союз распался. Многие республики, похожие на нас, они совершенно были, все производство, вся жизнь была дезорганизована. Они остались в очень трудном положении. Наши же вот, ближайшие соседи, национальные республики, они... И все это потому, что не нашлось достойных руководителей. Были назначены качественные руководители, случайные люди, отчасти. И в это трудное время они вместо того, чтобы развиваться, они были отброшены на десятилетия. Это сегодня. Якутия, мы живем в страшное время, мы сами не замечаем. Здесь жить нельзя. Здесь строить бизнес нельзя. Все убыточно. Тут надо проявлять нечеловеческие усилия, чтобы обогреть эту страну. Но ведь мы оказались, конечно, не бравируя, мы оказались в лучшем положении, чем наши соседи. И благодаря личностям руководителей я хочу назвать 3 руководителей, которые совершили выдающиеся деяния, и благодаря которым мы очень много имеем. Это Гавриил Иосифович Селяев, это Михаил Ефимович Николаев,
Это Вячеслав Анатольевич Штуров. Это люди, с которыми мы часто общаемся, часто с очень какой-то даже обидой говорим. Вот почему у вас вот такие руководители? А почему у нас нет таких руководителей? Хотя бы одного, хотя бы кого-то похожего. Почему мы вот из-за этого столько потеряли? Почему мы живем хуже вас намного? Хотя у нас условия жизни намного легче. Ну что тут ответить? Ничего нельзя на это ответить. Вот эти личности, действительно выдающиеся личности, совершили очень много. А если вдуматься, откуда они взялись, вот эти личности? А это они взялись от того, что до них первые руководители нашей республики, 100 лет назад, когда начиналась республика, вот это было поколение выдающихся личностей. И среди них Ананий Кононович Андреев. Вот Аюмский, Самосов и Сидор Барахов. А потом особенно хочу подчеркнуть Илья Егорович Винокуров. Выдающиеся личности. Почти забытая личность. Первый секретарь в самое трудное время. И вот в эти дни об этих личностях созданы фильмы, созданы вот книги вышли, вот об Анании Кононовиче Андрееве. Удивительно то, что мне очень приятно было сегодня узнать, что Баснаев Петр Николаевич, близкий родственник его. Я не знаю от чего. Вот мне нравится этот человек, и все. 10 лет проходит, 20 лет, я вижу 30 лет, 40 лет, почти 50 лет я его вижу молодым актером. Но некогда посидеть, поговорить. Его незауряднейшая жена Матрена ушла из жизни. Тоже незауряднейшая женщина. И очень приятно, что они, оказывается, вот с одного корня. Вот комплементарное отношение к человеку. Это удивительно. Откуда это дается, не пойму. Вот, оказывается, почему. И мне сегодня крайне приятно узнать об этом. Только здесь я узнал об этом раскрытии. И вот я бы очень хотел, чтобы молодые люди, молодые исследователи, которых сегодня никто не знает, они запомнили бы мои слова. Опять-таки, об оценке этих личностей, о роли этих личностей, о том, что наш народ, живя в таких невыносимо тяжелых условиях, создал какое-то подобие благоустроенной жизни на этой жуткой земле. Благодаря даже при нынешних возможностях все равно тяжело. В Москву приезжаешь с таким восхищением расспрашивает про нашу роду, про наш образ жизни. А для нас это как бы естественно, но мы должны обращать внимание, что именно вот надо же, Ананий Кононович совершенно молодым человеком
30-х годах специально поехал учиться и выбрал специальность, вот самую, одну из самых узловых для нас, для бытия. И ведь все это было поставлено на грамотной основе. А сколько он спас этим самым своими грамотными решениями, заложил корни многих дел. И все это не замечается. Думается, что ну, как, это естественно, как бы, но ничего подобного. Поэтому, дорогие мои, очень хороший день сегодня. Вот таких личностях, как Анатолий Иванович Андреев, мы должны вовремя ценить. Потому что с этим, с верной оценкой таких личностей зависит наше будущее. Ведь почему у меня вот пристрастность? Почему у нас нету хотя бы одного такого руководителя, который у вас ряд таких? А откуда они выросли, эти личности? И вот именно на плечах вот этих первых выдающихся личностей им была обрисована поведенческая линия. Именно после таких руководителей они избрали путь служения своему народу. Честность, преданность, до самопожертвования, до жертвеннического служения. Это самое выгодное. Власть поменялась, но этот принцип остается. Остается этот принцип. И этот принцип вечен. Я очень хочу, чтобы молодые люди это поняли. И я боюсь, что через 100 лет будут нам завидовать или нет. Это зависит от того, что мы вовремя точно оценили роль таких личностей, как Анатолий Андреевич.